Руки надо мыть часто, правильно? Правильно, чужими полотенцами не пользоваться, потому что нам доктор сказала, месяцами сохраняется туберкулезная палочка в окружающей среде. Бдительные и любознательные ученики внимательно слушают лекцию о Всемирном дне туберкулеза и профилактики, уже подготовив немало вопросов для лектора. Человек заразился туберкулезом, но нет какого-то его проявления, он заразен для другого человека? Нет. Заразным является только тот человек, который уже не инфицирован, а который уже имеет заболевание. Коварство туберкулеза заключается в том, что в начальной стадии больной чувствует себя долгое время неплохо, не обращает внимания на некоторые симптомы. Спустя несколько месяцев состояние ухудшается, присоединяются легочные жалобы, и он становится опасным для окружающих. Медицинская статистика свидетельствует, что в среднем каждый пациент до госпитализации способен заразить до 10 человек. Такие лекционные занятия проводить важно, так как учащиеся извлекают для себя много нового. Я понял, что туберкулез предотвратим и его можно вылечить. Однако максимально эффективную вакцину еще не изобрели, но во многих странах новорожденным детям ставят прививку БЦЖ. Мы извлекли информацию о том, что необходимо регулярно вакцинироваться, проверяться, то, что обычная простуда может перетечь в сложную форму туберкулеза. Вне зависимости от того, что человек заболел туберкулезом или нет, он может стать известным, он может дальше работать, может дальше жить спокойно. Просто важно своевременно оказывать себе медицинскую помощь. Всемирный день борьбы с туберкулезом – это повод для того, чтобы вновь заявить о своей приверженности ликвидации ТБ, стимулировать активные действия и предпринять необходимые шаги. Конечно, в любом случае, этот день прежде всего определен для того, чтобы еще раз поднять эту проблему, для того, чтобы рассказать окружающим, в том числе и детям, о том, насколько это сложное, опасное и страшное заболевание, что надо делать, чтобы им не заболеть и не заразить себя и окружающих. Симптомы туберкулеза могут быть самыми простыми. Это повышенная утомляемость и слабость, особенно выраженная в утренние часы. Также характерно снижение работоспособности. Дети же начинают отставать в учебе, плохо спят, теряют аппетит. Профилактика данной болезни необходима. Чтобы предотвратить туберкулез, проводятся определенные меры. То есть туберкулинная диагностика, которая проводится детям как дошкольного, так и школьного возраста. В возрасте до 8 лет это проводится проба МАНТУ. С 8 до 18 лет мы проводим пробу Диаскин-тест для выявления раннего инфицирования туберкулезом. И, конечно же, немаловажный метод обследования, выявления туберкулеза – это флюорографическое обследование. Согласно данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают до 10 миллионов человек. Из них более миллиона – это дети. Мадина Богатырева, Акрам Адасхоев, Магаз 24. Выпускники российских школ смогут подать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, через суперсервис поступления в вуз онлайн. Предполагающее это постановление правительства вступило в силу 23 марта. Сразу после решения приемной комиссии информация о поступлении станет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг. Таким образом, выпускники, подающие заявление сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решения.